По сложившейся традиции, перед началом нового учебного года профсоюз подводит итоги и намечает новые задачи в ходе республиканского форума активистов профдвижения. Выезды в районы. Профактивисты приступили к работе, направленной на активизацию работы по предотвращению профессионального выгорания среди педагогов-психологов республики. В рубрике «Профответ» юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Профсоюз образования принимает гостей. Очередная информационно-деловая встреча профсоюзных активистов состоялась с директором Центра оценки качества образования Шахрудином Бичиевым, который знает проблемы образования изнутри. Женщина в профсоюзе. Кто она? Почему ее профессиональный выбор пал именно на профсоюз? Об этом нам рассказали женщины в течение многих лет, успешно работающие в профсоюзе образования Чеченской Республики. Сегодняшний наш форум тоже посвящен ряду очень важных наших проблем профсоюза. Прежде всего, это вопросы, связанные с заработной платой. Второй вопрос, связанный с внутрисоюзной работой, дальнейшим совершенствованием профсоюзной работы. Мы этому сейчас в нашей деятельности последние 20 года уделяли очень большое внимание, и очень важно сегодня подвести некоторые итоги этой работы. По сложившейся традиции перед началом каждого нового учебного года подводить итоги и намечать новые задачи профсоюзных дел. 19 августа в театрально-концертном зале в Грозном состоялся республиканского масштаба форум активистов профсоюзного движения. На форум было вынесено 3 основных вопроса: участие первичной профсоюзной организации в становлении заработной платы учителя, о состоянии внутрисоюзной работы и мерах по повышению эффективности деятельности профсоюзных организаций всех уровней, и о финансово-хозяйственной деятельности организации профсоюза и некоторых проблемах Фонда социальной поддержки учителей. Доклад первого заместителя председателя профсоюза Даутхана Герзелиева открыл форум. В этом зале собрались председатели первичных профсоюзных организаций дошкольного, общего, дополнительного профессионального образования. Все мы осознаем, что вопрос заработной платы очень важен для любого работника и работодателя, являющимся непосредственным стимулом для исполнения должностных обязанностей. Мы здесь, собравшиеся педагоги, особый класс общества. Мне не надо вам читать лекцию о роли педагога в становлении гражданского общества. Приведу лишь один реальный факт из истории нашей страны. Ответ маршала Жукова на вопрос иностранного журналиста: кто внес решающий вклад в победу над фашистской Германией? Маршал ответил: учитель. Да, так и было. Именно учитель воспитал то поколение людей, которое создало мощную индустриальную державу, что стало решающим фактором победы над фашистским захватчиком. Теперь приведу, уважаемые коллеги, вам небольшую статистику. По данным Росстата, средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений за январь-март 2017 года по Чеченской Республике в системе общего образования 22 370 рублей. Отмечу район с самым высоким показателем среднемесячной заработной платы. Это Шатойский район, 25 200 рублей. А если сравнить показатели по Северо-Кавказскому округу средней заработной платы, то мы занимаем второе место, уступая Ставропольскому краю. Мы все осознаем, какой у них аграрный сектор экономики, тем не менее мы второе место занимаем в Северо-Кавказском округе. В работе профсоюзного форума принял участие и выступил перед активистами профсоюза, работниками образовательных учреждений республики министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов. Мне кажется, сейчас в последние годы у нас произошло очень серьезные изменения системы образования. И на самом деле, коллеги, то, что мы должны самосовершенствовать, и каждый учитель должен понимать, что это не просто, скажем, что учитель пришел с утра до вечера и далее до обеда прошел, он должен сам совершенствовать. Дети сейчас другие, и вообще в системе образования произошли очень глобальные изменения. Сейчас все меняется, люди идти ногу своими нужно. Пришел на эту работу, у меня был огромный оптимизм, наверное, выглядел достаточно хорошо, но спустя 4 года я понял, что проблемы системы образования в один час, в один день, в один год не решаются.
Но с другой стороны могу сказать, что на самом деле руководство республики, несмотря на очень тяжелые финансовые ситуации, вот, наверное, вы так думаете, а почему такое? Все-таки мы пережили две настоящие военные кампании, и это очень много объяснено. Но несмотря на это, у нас сегодня руководство республики лично Рамзанов начал уделять самое сильное внимание. За 2 года республики построено 38 школ. И в этом году, в 2017 году, у нас начало строительство еще 15 школ. Руководство, в том числе Рамзан Ахматович, отдает приоритет, потому что сегодня, когда мы говорим о проблемах, о качестве образования, когда школа занимается 3 смены, 2 смены, знаете, это неравные стартовые условия для наших детей. И мы об этом говорим на федеральном уровне. Завершился форум на приятной ноте – награждением большого числа активистов профсоюзного движения грамотами и денежными вознаграждениями. Согласно плану работы отдела профсоюзного обучения и мониторинга Риссовета профсоюза образования, завотделом Раиса Дидиева совместно с инспектором по охране труда и здоровья Риссовета Рустамом Мусаевым с выездом в районе приступили к работе, направленной на активизацию работы по предотвращению профессионального выгорания среди педагогов-психологов республики. Да, нехватка времени – это больной вопрос. Вот по опыту первого нашего мастер-класса, который был введено, там тоже почему-то всем не хватало времени. Мы очень сильно загружены. В ходе первого этапа было проведено анкетирование. Экспериментальной базой исследования стали педагоги из разных учебных заведений всех 18 районов республики. Возрастной диапазон обследуемых находился в пределах от 22 до 65 лет. Объектом данного исследования стали 579 учителей и воспитателей, а предметом его послужила степень профессионального выгорания педагогов. С целью улучшения морально-психологического климата профсоюзом работников образования проводятся семинары, практикумы с педагогами и психологами. На семинарах, практических семинарах мы разбираем проблемы и симптомы и признаки эмоционального выгорания и как с этим работать. На сегодняшний день мы охватили 5 районов нашей республики. Участниками семинаров стали около 200 психологов. Каждый психолог уже на месте у себя в организациях, учреждениях образовательных будет проводить такие практические семинары, охватив весь свой коллектив, педагогический коллектив. И где на практическом опыте также психолог будет проводить релаксационные упражнения, разбирать симптомы и признаки профессионального выгорания. То есть те полученные навыки, они будут уже как бы применять на практике, каждый в своей организации индивидуально проводить такие тренинги. Второй этап начался с проведения мастер-классов. Первое задание было проведено в августе в Веденском муниципальном районе. Наша съемочная группа сопровождала представителей профсоюза в Ножеюртовском районе. Рустам Мусаев провел мастер-класс на тему «Профессиональное эмоциональное выгорание педагогов», делая акцент на вопросах, как этого избежать учителю в процессе своей практической деятельности. Нет кабинета. То есть основная проблема у нас получается это отсутствие условий для качественного проведения работы. Да? У кого есть отдельный кабинет психолога? У вас есть. И все, да? Участниками мастер-класса стали педагоги-психологи общеобразовательных и дошкольных учреждений района. Тренинг прошел при активном участии и заинтересованности педагогов-психологов. Состоялся содержательный и познавательный диалог между ведущим мастер-класса и участниками о форумах и методах профилактических мероприятий, направленных против профессионального эмоционального выгорания и о психологической поддержке педагогов. Многих людей раздражает, когда им приказывают. Приказы со стороны руководства, администрации, коллег, да. Вот один из видов, да, это приказ. Вас как это вот этот вариант? Вас устраивает, когда вам приказывают что-то делать? Если приказ основан на каком-то законе, да, это можно. Да, а когда... А если от себя? Да, ну вот один. Дальше, психологический прессинг. Что это значит? Когда вас постоянно со всех сторон давят. Да. Пилят, вот, да.
Психологическая поддержка педагогов в ситуации эмоционального выгорания должна стать одной из приоритетных в работе с членами профсоюза. Ее можно рассматривать в качестве фундамента, над которым потом могут работать председатели первичных профсоюзных организаций. В дальнейшем мы планируем охватить все районы нашей республики, провести такого рода мероприятия, практические семинары для улучшения морально-психологического климата среди педагогов. Уже на сегодняшний день мне присылают фотографии, уже в районах, в которых были проведены семинары, присылают фотографии с комментариями, что да, уже в своих организациях совместно с председателями первичных профсоюзных организаций проводят такого рода мероприятия, то есть уже есть какой-то результат. По окончании тренинга состоялось избрание куратора-психолога района, который будет непосредственно проводить обучающие мероприятия не только в своем коллективе, но и на районном уровне. Им стала педагог-психолог общеобразовательной школы села Бетимуах Калаева Асет. Имеет ли право директор школы проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности учителя, если по результатам аттестации учитель не смог подтвердить первую или высшую квалификационную категорию? В отношении учителя, которому было отказано в установлении первой или высшей квалификационной категории, директор школы вправе провести аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 22 порядка проведения аттестации. К таким случаям, в частности, относятся и случаи, когда отказано в установлении высшей квалификационной категории, но за педработником сохраняется действие первой квалификационной категории. Необходимость и сроки предоставления педработника для проведения его аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой им должности определяется работодателем самостоятельно, с учетом положений, предусмотренных пунктами 5 и 22 порядка проведения аттестации, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 7 апреля 2014 года за номером 276. Имеет ли право требовать для себя свободный день в расписании учитель, имея нагрузку 18 часов и классное руководство? В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 года за номером 536 об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при составлении расписания занятий, планов и графиков работ, правилами внутреннего распорядка или коллективным договором рекомендуется предусматривать для педагогических работников свободный день с целью использования его для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. Таким образом, учитель может требовать предоставления ему свободного или, как его еще называют, методического дня, если это предусмотрено правилами внутреннего распорядка или коллективным договором образовательной организации. Входит ли время, проведенное на курсах повышения квалификации, в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию в связи с педагогической деятельностью? Согласно статье 187 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае направления работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы, за ним сохраняется место работы и средняя заработная плата. Поэтому периоды нахождения на курсах повышения квалификации являются периодами работы с сохранением средней заработной платы, с которой работодатель производит отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и, соответственно, подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. В Райсовете профсоюза образования стало доброй традицией проводить встречи с министрами, руководителями учреждений, организаций, учеными, общественными деятелями, писателями. Очередная информационно-деловая встреча профсоюзных активистов состоялась с директором Центра оценки качества образования Шахрудином Бичиевым, который прошел путь профессионального становления от рядового учителя, зауча до директора школы. И проблемы образования знает изнутри. Хизер Герзелиев, председатель профсоюза образования нашей республики, представил собравшимся гостям. Шахрудин, у нас традиционно ежемесячно проходят встречи с интересными людьми республики. Мы встречаемся с политиками, учеными, государственными деятелями, депутатами, вот, чтобы они рассказали о той сфере деятельности, которой они занимаются, так, чтобы быть в курсе дела. Значит, вот очередная наша встреча с вами. Я несколько раз слушал ваше выступление и пришел, в общем-то, к убеждению, что
значит, ваша команда, в общем-то, делает очень интересное, полезное дело для учительства республики, стремясь как-то повысить качество образования. Это сегодня одно из важных направлений, и поэтому мы очень бы, как вот профсоюзные работники, хотели бы, так сказать, услышать от вас еще в каком состоянии уровень образования находится сегодня и как решаются проблемы роста качества ее. В своем выступлении Шахрудин Шагидович отметил первостепенную роль школьного учителя во всей системе образования. Привел примеры того, как от профессиональной подготовки учителя, от владения им методикой преподавания напрямую зависит успех ученика. В системе образования нет ни одной должности, которую бы я не знал. И проблем, что примерно, никакого качества образования быть не может без роли и функций, которые в нем исполняет учитель. Это было бы самообразование, семейное образование, всякое другое образование, но образование, построенное на уроке, оно вот так. Поэтому роль учителя первостепенна. Напомним, как на заседании Госсовета президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о необходимости внедрения в систему образования общенациональной системы профессионального роста учителя, подчеркнул, что мотивация учителей, создание условий для их постоянного самосовершенствования и повышения квалификации становится ключевым фактором развития всей системы общенационального образования и дал поручение правительству разработать и внедрить эту систему. Подробно демонстрируя на слайдах итоги проводимой работы в цифрах, гость рассказал, как на примере общеобразовательных учреждений одного из районов республики исследовались вопросы компетентности учителя. В ходе выступления им был сделан вывод о том, что в основе педагогической компетентности лежит знание учителей своего предмета и владение им методики преподавания, а также знание учителем физиологии и возрастной психологии детей. Рассказал, какую работу по профессиональному росту учителя проводит Центр оценки качества образования и какую необходимо проводить работу с учителем в коллективе учреждения. Базовым условием, фундаментом успешности любого педагога, прежде всего, конечно, является его профессиональная компетентность. Должен ли быть успешным непрофессиональный педагог? Ну, может быть, у вас отличное от моего мнения, я считаю, что нет. Потому что вот давайте мы вот эту ситуацию на врача переведем. Должен ли быть успешным некомпетентный врач? Не должен сюекачем. Некомпетентный водитель, некомпетентный учитель. Нет. Компетентные люди должны быть успешными. Как принято на таких встречах, в сторону гостя звучали вопросы от присутствующих в зале. Тема встречи была очень интересна участникам мероприятия, поэтому вопросов было немало. В завершающей части своего выступления Шахрудин Бичиев призвал профсоюзных активистов всячески оказывать содействие в повышении профессионального роста учителя, помогать создать условия для самообразования учителя. Тема нашей сегодняшней встречи была посвящена проблемам профессионального роста учителя. Мы сегодня разбирали имеющийся в стране и перспективный опыт, тот опыт, который мы могли бы использовать, и рассказывали коллегам о той практике Чеченской Республики, наработанной нами в этой области за последние годы. Этот опыт в рамках региональной системы учительского роста, эта программа реализуется в Чеченской Республике. Достаточно хорошо уже этот и за пределами Чеченской Республики известен. Вот об этом сегодня говорили. Впечатление хорошее, мне показалось, что это была плодотворная, полезная встреча. Мне так, во всяком случае, казалось, что со стороны участников беседы была большая заинтересованность в этом вопросе, были содержательные, хорошие вопросы. Надеемся, что работа была полезной. Для нас она была совершенно точно полезна, как для разработчиков и реализаторов этого проекта. Мы увидели вот тот его взгляд, который, вот какими глазами видят этот проект на местах наши коллеги в школах. Мудрец сказал: если вы хотите посоветоваться, как сделать какое-либо дело, обратитесь к мужчине. Если хотите, чтобы дело претворилось в жизнь, обращайтесь к женщине. Женщина в профсоюзе. Кто она? Какова ее роль? Почему ее профессиональный выбор пал именно на профсоюз? Не слишком ли это мужская профессия? Помогают ли в профсоюзной работе женские хитрости?
Женщина, она везде остается собой, где бы она ни работала. Но в профсоюзе она может раскрыть свои способности особенно активно, проявить свои таланты. Об этом нам рассказали женщины в течение многих лет, успешно работающие в профсоюзе образования Чеченской Республики. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство членов профсоюза в образовании – это женщины. На женских, как говорится, хрупких плечах лежит очень большой груз. Женщина, член профсоюза, она и учитель, она и мать вторая, она и лидер профсоюзный. Есть у нас в первичных профсоюзных организациях очень много председателей правкомов. И также женщина, она несет большой груз дома. Мы все это знаем. Поэтому мы должны отдать большую дань нашей скромной горянке, женщине, члену профсоюза. Женщина – это та часть нашего человечества, которая в основном отвечает за наше формирование, потому что с детства рядом с человеком находится мать, потом учительница, воспитательница и так далее. И точно так же по законам жизни или законам жанра, даже если хотите знать, большую часть и творческой стороны, и созидающей стороны, она относится именно к женщине. И у нас в профсоюзе то же самое, потому что даже если здесь работают специалистами, там, юристами и так далее мужчины, то основную организационную, такую творческую сторону осуществляет именно женщина. В сентябре мы отмечаем День чеченской женщины. В конце сентября празднуют свой профессиональный праздник воспитатели детских садов. А 5 октября, как мы все знаем, это День учителя. Так как большинство из перечисленных – это женщины, этот сюжет мы посвятим прекрасным представительницам Чеченского профсоюза образования. В нашей передаче мы регулярно рассказываем о том, как профсоюзы содействуют решению проблем, которые сегодня волнуют педагогическое общество. Педагоги – это в основном женщины, а много ли их среди членов профсоюза? И какова их роль в профсоюзной жизни? Эти и другие вопросы мы задали прекрасной половине профсоюза образования. Ну, знаете, в любом деле, да, в любой, даже создании там какой-то политической партии или же какой-то структуры, всегда преобладание идет за мужчиной. Это уже закон, да. Но дальше двигать этот процесс и вообще это все развивать, это остается за женщиной. Это законы жизни, потому что где бы мы ни посмотрели, как бы ни развивалась какая-то организация, все равно механизм, маховик, который двигает этой организацией, ее развивает, ну даже если хотите, оформляет эстетически и вообще ее двигает дальше, это женщина. Поэтому и в профсоюзах также случилось. Создать-то их создали, может быть, мужчины, потому что в силу того, что и промышленные профсоюзы первые созданы, там мужчины были. Ну а дальше уже это все оставалось за женщиной, чтобы она его развивала, творчески украсила, оформила и дальше эстетически повела в тот путь, который он сейчас осуществляет. И в основном в профсоюзе тоже это уже сейчас женщины все делают. Женщина-профлидер, она тоже выбирает все качества женщины и учителя, потому что где-то отчасти она является и учителем для учителей, для членов профсоюза, потому что она ко всему прочему должна еще защищать социально-экономические права, то есть знать законы и уметь отстоять эти законы. Да, женщины составляют большую часть числа членов профсоюза образования, и их количество с каждым годом увеличивается. Ведь среди тех, кто сегодня вступает в профсоюз, почти 2/3 женщины. Кроме того, именно женщины, как правило, наиболее активно участвуют в работе профсоюзных организаций. Сегодня женщины возглавляют почти все первичные профсоюзные организации. Как видите, они прежде всего там, где идет непосредственная работа с людьми, где приходится ежедневно вникать в проблемы работников и помогать в их решении. Видимо, здесь проявляются чисто женские особенности характера, умение проявить сочувствие, заботу, оказать поддержку в трудной ситуации. Среди руководителей в профсоюзе женщин немало, но их число с каждым годом увеличивается. Наша основная задача – защита социально-трудовых прав трудящихся, а их эффективность зависит от взаимоотношений, складывающихся между сторонами социального партнерства, говорит Тамара Эльмурзаева, заместитель профсоюза образования Чеченской Республики. Здесь необходимо умение вести переговоры и отстаивать свои позиции, терпение и мудрость, и многие другие женские качества. Женщина всегда должна оставаться женщиной при любых обстоятельствах, несмотря на то, что и после работы продолжает трудиться в своей семье, сохраняя домашний очаг, воспитывая детей.
педагог и профактивист справляется сегодня со своими обязательствами, как и любая другая женщина чеченского общества, прилагая все усилия, чтобы все успеть. Наши профсоюзные активисты обладают лидерскими качествами и высокими организаторскими способностями, инициативны, занимают активную гражданскую позицию, принимают активное участие в социально значимых и общественных мероприятиях и проектах. Женщина – это основоположник личности человека. Поэтому здесь осенью важно отметить, что и День чеченской женщины, и День воспитателей, и всех дошкольных работников, и День учителя, они пришлись на долю женщины, и это немного для нее, потому что в жизни все-таки она получает больше эмоций, страданий, хотите, если даже обязанностей, да, чем кто-либо другой. И я не знаю, может, с позиции матери или сестры, жены, дочери, если говорить, то эти праздники, их можно объединить в одно целое и все это посвятить, все эти добрые слова, пожелания счастья, семейного уюта, мира над головой женщины, чеченской женщине, как воспитателю, как педагогу, как учителю. И вот этот сентябрьский, октябрьский начальный праздник я от души всех наших женщин поздравляю. И дай Аллах им всего самого-самого хорошего. И, конечно, самое главное – здоровье. Наши женщины, члены профсоюза, это цветы Кавказа, нежные цветы, но в то же время стойкие, которые могут, вы знаете, продержаться на морозе. Я бы хотела поздравить наших всех милых дам, женщин, матерей, сестер, дочерей с этим замечательным праздником. Ну и, конечно, в преддверии Дня воспитателя, где то же самое, также женщина, член профсоюза, и воспитатель, и мама, и нянечка, и техничка, все участвуют в воспитании нашего подрастающего поколения. Естественно, с Днем воспитателя, а также прекрасным международным праздником Днем учителя. Далдия алдуэлшо, дала везандейл, гуа шейчуах дуэзли магуэлшун. Дай Бог вам счастья, здоровья, от чистого сердца, простыми словами. Мир вашему дому.